В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего вторника. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. До конца года Якутию вакцинируют от гриппа на 60%. Ситуация с коронавирусом в южной части региона остается напряженной. В Нерюнгри усилен контроль за прибывающими вахтовиками. А в Мирном отметили положительную динамику в соблюдении санитарных правил. Жители стали чаще носить маски, перчатки и пользоваться дезинфекторами. Почти 2 десятка автозимников открылись на территории региона, но водители продолжают выезжать на лед в несанкционированных местах. Награды президента страны за бескорыстный вклад вручили волонтерам Ленска. Между тем, Якутия отметила 100-летие дошкольного образования. Круглая дата совпала и с днем рождения одного из детских садов Алданского района. Второй этап прививочной кампании от ОРВИ и гриппа планируют завершить в Якутии в эти дни. До конца года будет вакцинировано 60% от всего населения региона. Об этом заявил на совещании с главами районов и городских округов глава Якутии. Александр Николаев проинформировал, что по показателям заболеваемости на 100 тысяч населения республика находится на 21-м месте в стране. Если в среднем по России темп прироста составляет 1,1%, то в Якутии он равен 1%. Коечный фонд заполнен на 64%. Глава региона выразил обеспокоенность количеством тяжелых больных и поручил региональному Минздраву продолжить оказывать центральным районным больницам консультативную и методическую помощь. На данный же момент 50% населения Якутии получило вакцину от гриппа. В численном выражении это порядка 482 тысяч человек. Такую информацию предоставил региональный Роспотребнадзор. По данным лабораторного мониторинга, на территории республики циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Это парагрипп, аденовирусы, РЦ-вирусы, риновирусы, говорится в сообщении. За сутки в Якутии выявили 198 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балапкина. Так, в Якутске выявили 96 новых случаев, в Алданском районе 10, в Алекминском 9. В Нерюнгринском районе 8, в Мирнинском 7, в Ленском 6 новых случаев COVID-19. В Амгинском, Татинском, Тампонском районах по 5 новых случаев, в Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Усть-Алданском, Чурапчинском районах по 4 заболевших. Единичные случаи фиксируются и в ряде других районов Якутии. Также во время брифинга Ольга Балапкина рассказала, что сейчас готовятся изменения в указ главы Якутии по усилению мер дезинфекции перед Новым годом. Вот сегодня на настоящий момент готовятся новые изменения в указ главы Республики Саха-Якутия. Я о нем уже говорил глава республики. Они будут касаться прежде всего и сокращения, и усиления мер дезинфекции, санитарных правил наших торговых организаций перед праздничными новогодними днями. Эпидситуация с коронавирусом в Нерюнгринском районе остается напряженной. С начала распространения коронавируса в районе выявлено 590 случаев заболевания. Регистрация по первичным диагнозам составляет в среднем 20 случаев ежедневно. При этом отмечается тенденция к росту по респираторным инфекциям. Эпидпороги по ним превышены до 50%. Основной рост приходится на возрастную категорию от 15 лет. В районе вакцинировано 45% населения. В отличие от взрослых, дети привиты на 96%. Группам риска отнесены с этого года также и работники промышленных предприятий, которые работают вахтовыми методами. В соответствии с новыми требованиями, те лица, которые приезжают для работы на вахту, они обязаны быть вакцинированы против гриппа. И в случае прироста заболеваемости, превышения эпидпорогов могут приниматься решения об отстранении от работы тех лиц, которые не вакцинированы против гриппа. В Мирном также ситуация стабильно напряженная. Однако в районной больнице отмечают снижение количества пациентов с COVID-19. Тему продолжит Марфирина Алексеева. В дошкольных образовательных учреждениях из-за подтвержденного положительного анализа на COVID-19 закрыты 3 группы, а среди школ района из-за коронавирусной инфекции на дистанционный режим работы перешли учащиеся 19 классов. Также по причине превышения заболеваемости ОРВИ введен карантин в 4 классах. Более 7 тысяч доз вакцин против гриппа поступили в Айхальскую и Мирнинскую районную больницу.
Помимо этого, учреждения уже готовы принять вакцины от COVID-19. Я призываю всех тех, кто не успел привиться от гриппа, подойти, найти возможность получить вакцину. Тем более, как все вы прекрасно знаете, у нас рост заболеваемости ОРВИ и гриппа приходится на февраль-март. Всегда каждого года. В настоящее время у нас в Мирнинской центральной районной больнице проведены все необходимые мероприятия по подготовке к приему вакцины от COVID-19. Они требуют определенные условия хранения. В принципе, больница у нас готова. Показатель мониторинга аптек на наличие противовирусных препаратов, масок и перчаток в последнее время весьма улучшился. Со слов жителей, ассортимент необходимых лекарств стал намного шире. Положительная динамика наблюдается и по соблюдению мер противодействия COVID-19 в магазинах и точках общественного питания. Сегодня комиссией проверен 31 объект, выявлено одно нарушение. В преддверии Нового года приняты ограничительные меры по организации праздников. Теперь корпоративы, школьные и детские утренники разрешено проводить небольшими группами. У нас, согласно указу главы Республики Саха-Якутия, все новогодние корпоративные мероприятия отменены. А в детских садах и в школах разрешено проводить новогодние утренники только с участием самих детей, и их классных руководителей, без приглашения родителей и без организаторов культурно-массовых мероприятий. Сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. В связи с этим продолжается спрос на услуги волонтеров. Добровольцы Мирнинского района в день выполняют в среднем по 10 заказов. Напомним, штаб помощи принимает заявки круглосуточно. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. С наступлением зимы из северных районов Якутии поступают жалобы на высокие цены. Чаще всего люди жалуются на дорогие продукты питания. Мало завезли, всем не хватит. Будет ли такой ситуация в этом году, узнал Александр Хавренко. Традиционно с наступлением зимы из северных районов Якутии поступают жалобы на высокие цены на те или иные товары. Чаще всего люди жалуются на дорогие продукты питания. Мало завезли и всем не хватит. В этом году в летнюю навигацию на север было завезено грузов на 2% больше планируемого. И уже начался завоз по автозимникам. В навигацию план был перевыполнен на 2%. Обеспеченность имеется. В этом году 767 тысяч тонн утвержденный плановый объем перевозок, из которых 116-115 уже перевезено на сегодняшний день. Это 15% от плана. За доставку так называемых основных продуктов питания в северные и арктические улусы отвечает компания «Якутопторг». Цены, которые они устанавливают, контролируют в Министерстве сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства контролирует цены на продовольственные товары, которые завозят путем через Якутопторг, и которые мы субсидируем рейсы. Вот они нами контролируются, и мы в последние 3-4 года не видим отклонения от тех цен, которые устанавливаются и согласовываются у нас с Госкомцен. Цена на товар формируется из нескольких показателей. В первую очередь на ее повышение влияют тарифы на топливо. А затем, чтобы повышение цен было оправдано и не было чрезмерным, следит Государственный комитет по ценовой политике. В нашей республике дано право, именно право, регулировать так называемые торговые надбавки. То есть это не конечная цена продукта, а именно затраты самих магазинов и затраты по тому, чтобы привезти эти продукты питания на место реализации. Эти полномочия мы законом республики делегировали органам местного самоуправления. В каждом районном центре есть специальный человек, который занимается вопросами ценообразования. И главы районов решают, на какие виды товаров надо утверждать торговые надбавки. То есть список они сами тоже утверждают. И утверждают уже, собственно, размеры этих торговых надбавок. Размеры надбавок зависят от того, откуда завозятся товары. Если они поступили из райцентра, то надбавка небольшая. Если из Якутска, то это уже другая надбавка. А если продукты завезли из-за пределов республики, то надбавки увеличиваются в разы. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. Сейчас короткая реклама и смотрите далее в программе. Десятки автозимников открылись на территории региона, но водители продолжают выезжать на лед в несанкционированных местах. Награды президента страны за бескорыстный вклад вручили волонтерам Ленска.
Между тем, Якутия отметила 100-летие дошкольного образования. Круглая дата совпала с днем рождения одного из детских садов Алданского района. Это итоги дня. Продолжаем программу. На сегодняшний день в Якутии ввели в эксплуатацию 18 ледовых переправ. Это автозимники в 12 районах и городском округе Якутск. В связи с этим в регионе проходит акция «Безопасный лед». В ходе нее сотрудники ГИБДД и спасатели предотвращают несанкционированные выезды на неокрепшие водные объекты. Также сотрудниками ГИМС ежедневно проводятся замеры толщины льда. В связи с погодными условиями он замерзает неравномерно. И на несанкционированных переправах никто не может гарантировать безопасность граждан. К сожалению, многие граждане беспечно относятся к своей и пассажиров безопасности. Специалисты МЧС России ежедневно выявляют несанкционированные места выезда автотранспорта на лед, проводят инструктажи с беспечными водителями транспортных средств. А в случае выявления нарушений административными комиссиями районов и сотрудниками внутренних дел возбуждается административное производство с наложением штрафных санкций. Уважаемые граждане, не стоит рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров. Между тем, региональный Минтранс сообщил об открытии автомобильной дороги Алазея на участке Среднеколымск-Сватай. Движение разрешено для транспортных средств общей массой до 10 тонн и с минимальной дистанцией между машинами 70 метров. Ранее наш телеканал сообщал об открытии участка трассы А331 Вилюй на 1049 километре с разрешенной массой до 4 тонн. Внесены поправки в закон о дальневосточном гектаре. Теперь можно оформить в собственность земельный участок досрочно тем гражданам, которые строят жилой дом по дальневосточной ипотеке. А сама земля может стать залогом по ипотеке. Как реализуется в Якутии программа «Дальневосточный гектар», узнала наш корреспондент Юлия Михайлова. За 5 лет действия программы «Дальневосточный гектар» в Якутии оформили земельные участки бесплатно 24,5 тысячи граждан. Больше половины выбрали сельское хозяйство. 22% участников программы строят дома. Много и таких, кто развивает туризм. Мария с помощью гектара воплотила мечту о родовой усадьбе. Летом этого года была проведена очень большая работа по электрификации всего нашего нового поселения. Ну и мы надеемся, что в будущем будут созданы здесь все условия для комфортной жизни. Дом Марии находится вблизи села Партизан. Это одна из 4 агломераций, где одновременно осваивают более 20 участков. И в таком случае с инфраструктурой помогает государство. Дороги, электросети строят еще в небольших поселениях Амгинского, Мегино-Кангаласского и Нюрбинского районов. На очереди другие подобные территории. Во вторую очередь агломерации у нас стоят агломерация Хаптагайская, Тяхтюрская агломерация, также в селе Кептяне Усть-Алданского района. Вот эти агломерации пока еще, конечно же, средства точно не заложены, но планируется. Семья Марии в числе тех, кто определился с использованием гектаров. Таких семей всего 1038. Все они и еще другие должны уже предоставить декларацию об использовании бесплатных земельных участков. Пока отчитались чуть больше 600 участников программы. По итогам 2017 года нужно подать декларацию 5335 граждан. Бесплатно взять землю можно будет до 2034 года. По последним поправкам в закон о дальневосточном гектаре земельный участок, где построен дом, можно оформить в собственность досрочно. А участники дальневосточной ипотеки теперь могут в залог отдать землю, полученную по программе «Дальневосточный гектар». Предусмотрено, что те, кто будет получать кредитный продукт «Дальневосточная ипотека», они смогут сдать этот земельный участок в залог. Соответственно, это можно будет сделать только после того, как приобретут собственные земельные участки. Юлия Михайлова, Павел Пахомов, Якутск. Волонтеры Ленска получили президентские медали за бескорыстный вклад в организацию общественной акции взаимопомощи. В числе награжденных коллективы по молодежной и семейной политике районной администрации, некоммерческая организация «Про добро» и один из волонтеров. С ними встретилась Светлана Балеева. Сегодня в Ленске ни много ни мало 50 активных волонтеров. Это те люди, которые постоянно находятся наготове. В любой момент они могут выехать по заявке и оказать помощь тем, кому она необходима. Чаще всего звонки поступают от пенсионеров. Кто-то просит почистить снег, кто-то нарубить дров или сходить за продуктами. У нас уже есть пенсионеры, которые
звонят не впервые, которые, так скажем, мы взяли под шефство, и вот выезжаем и на заявки, на проблемные какие-то вопросы помогаем решать. У нас очень отзывчивые люди, и сами предлагали какую-то помощь. Учредили сбор бытовой химии, вот Магомед Исрапилов. И очень хорошо собрали, 100 наборов бытовой химии мы развезли нуждающимся. Магомед Исрапилов – скромный молодой человек, неохотно рассказывает о своих добрых делах, но все-таки хочется, чтобы о таких людях знали. И может, глядя на этого самоотверженного мужчину, у кого-то еще появится желание помочь нуждающимся. Магомед Исрапилов давно уже работает с комитетом. До того, как открыли они свою некоммерческую организацию «Продобро», 7 лет он работает, занимается добрыми делами. Помимо пожилых людей, он помогает многодетным семьям, он помогает матерям, отцам-одиночкам. По любому запросу абсолютно. Магомед занимается волонтерской деятельностью со студенчества. На вопрос, почему он стал помогать нуждающимся, отвечает просто. Потому что этого не хватает сегодня. Потому что снимаем ответственность с себя за многое. Если обращали, наверное, каждый бы хоть насколько-то немного внимания на это, было бы полегче окружающим, тем, кто находится в более тяжелом, плачевном состоянии. На счету Магомеда десятки добрых дел. Покупка инвалидных колясок, с чего, собственно, и началась история волонтерства молодого человека, сбор вещей, мебели, средств на покупку необходимых предметов быта. Помогает молодой человек и с обращениями, требующими мужской силы. Не отказывает никому, ни одиноким пенсионерам, ни малообеспеченным и социально неблагополучным семьям, инвалидам, всем тем, кому некому помочь. Да, любая помощь по силам, по обращению людей, то есть по силам, по средствам стараемся как-то услышать. Это как хобби, можно так сказать. Нормальное, доброе хобби. Пусть это будет частью образа жизни, и хотелось бы, чтобы это каждый понимал для себя. Сегодня слышат нуждающиеся десятки волонтеров, но их число может увеличиться, если мы все будем внимательнее относиться к судьбе живущих рядом. И может кому-то из нас добрым поступком удастся, пусть не изменить мир, но точно облегчить жизнь других людей. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Столетие дошкольного образования в Якутии совпало с юбилеем детского сада «Сардана» села Хатыстыр Алданского района. В этом году дошкольному учреждению исполнилось 60 лет. Ко дню рождения педагоги подготовили фильм и выпустили книгу об истории детского сада. В числе первых зрителей и читателей оказалась и Татьяна Вахнина. С воспитателями и друзьями весело и интересно всегда. Детский сад «Сардана» единственный в селе Хатыстыр. В 7 группах более 100 детей. Самым маленьким воспитанникам исполнилось по 1,5 года. В этом году «Сардана» отмечает 60 лет. Первые воспитанники уже стали взрослыми. И теперь к нам приходят уже их внуки. Впервые детский сад «Сардана» распахнул свои двери в 1960 году. За эти годы детский сад прошел длинный путь становления. Пандемия не позволила отпраздновать день рождения пышно, однако воспитательный процесс не прерывался, не остался нераскрытым и творческий потенциал дошколят и их наставников. «Сардана» принимала участие во множестве конкурсов, конференций и слетов. Дистанционный формат ничуть не повлиял на степень креатива, обаяния и самого разнообразного мастерства. Этот ролик коллектив подготовил к юбилею. Поздравляем с юбилеем наш любимый детский сад. Деток наших тут лелеют, весь ребенок каждый рад. К юбилею «Сарданы» была завершена работа над книгой под названием «Истоки счастливого детства» об истории сада. Работа по сбору информации началась в 2017-м. Сведения педагоги собирали буквально по крупицам. Книга содержит множество воспоминаний о том, каким был садик, как он менялся от поколения к поколению воспитанников, рассказали старейшие работники «Сарданы». Садик – ровесник деревянного строения. Изба была привезена из колхоза «Красный Октябрь» в 1965-м. После капитального ремонта старенькая «Сардана» вновь стала теплой, светлой и уютной. Старшие и подготовительные группы находятся в новом здании садика, открывшего двери детворе 2 года назад.
Книга «Истоки счастливого детства» была отпечатана в нескольких десятках экземпляров в алданской типографии. Воспитатели Сарданы планируют вручить издание хатыстырцам, ветеранам педагогического труда. А первой читательницей книги стала 80-летняя нянечка Сарданы Мария Борисова. Ее рассказ также запечатлен в книге. Татьяна Вахнина, село Хатыстыр, Алданский район. С сегодняшнего дня в регионе установились нормальные для этого времени температуры воздуха. Об этом сообщил якутский гидромет. До этого стояла аномально теплая погода. Среднесуточная температура воздуха была выше нормы на 10, а то и 17 градусов. С этой недели синоптики обещают похолодание. В центральных и заречных районах ночная температура колеблется от минус 30 до минус 43 градусов, а днем от минус 35 до минус 40. На северо-востоке Якутии, в Верхоянске и Аймиконе температура понизится до минус 49 и минус 54 градусов. Сегодня, 8 ноября, лишь в юго-западных, южных районах сохранится еще теплая погода с небольшим снегом. И с 10 декабря у них ожидается понижение температуры. Ночью минус 25-30, местами 17-22. По городу Якутску в ближайшие сутки ночная температура минус 38-40, днем 35-37 градусов. В выходные дни ожидаем морозную погоду с туманом, и ночные температуры будут уже порядка 43-46 градусов. Якутлесресурс начнет продажу живых новогодних сосен 15 декабря. Об этом сообщает Минэкологии региона. Стоимость дерева составит от 500 рублей до 2000. Главный атрибут праздника приобретается по улице Кеши Алексеева, 9/1. Минэкологии Якутии напоминает, что для самостоятельной заготовки новогодней ели гражданам необходимо получить разрешение на рубку деревьев хвойных пород. За незаконную рубку грозит как административная, так и уголовная ответственность, говорится в сообщении. Световое 3D-шоу на тему «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа» прошло в Санкт-Петербурге. Наблюдать за представлением можно было онлайн на сайте мероприятия. 3D-спектакль рассказал зрителям о более чем 10 великих победах от Петра Великого до героев Бородино, от царственных обитателей Зимнего двора до его героических хранителей в годы блокады. Видеоряд состоял из изображений экспонатов коллекции Эрмитажа. Звуковое сопровождение дополнялось стихами Пушкина, Лермонтова, Ахматова и других. Праздничная программа завершится завтра, 9 декабря. И это были главные события вторника. Наш телеканал продолжит следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.